кыргызском языке, так же как и в русском, существительные склоняются по падежам. Их в кыргызском языке 6. Именительный падеж – аточ жөндөмө, родительный падеж – илик жөндөмө, дательный падеж – барыш жөндөмө, винительный падеж – тавыш жөндөмө, местный падеж – жатыш жөндөмө и исходный падеж – чыгыш жөндөмө. А теперь более подробно остановимся на каждом падеже. Именительный падеж – аточ жөндөмө. Существительные, стоящие в именительном падеже, в предложении выполняют роль подлежащего и имеют начальную форму. Они отвечают на вопрос «ким» – «кто» или «эмне» – «что». Например, «бала» – «ребенок», «аксакал» – «старик», «мугалим» – «учитель» отвечают на вопрос «ким» – «кто». Чавалекей – «ласточка», Шаар – «город», Саад – «часы» отвечают на вопрос «эмне» – «что». В предложении «мугалим терезенин жанында турат» – «учитель стоит около окна» слово «мугалим» стоит в именительном падеже и выполняет роль подлежащего. Аксакал жакшы кеңеш берди. Старик дал хороший совет. Слово «аксакал» стоит в именительном падеже и является в предложении подлежащим. Чавалекей жазында учуп келет. Ласточка прилетит весной. Чавалекей стоит в именительном падеже и является подлежащим. Китеп столдун үстүндө жатат. Книга лежит на столе. Слово «китеп» стоит в именительном падеже и выполняет роль подлежащего. Родительный падеж – илик жөндөмө. Существительные в родительном падеже обозначают принадлежность к кому-либо или чему-либо и отвечают на вопросы кимдин, эмненин, чей, чья, чье. Существительные в родительном падеже имеют окончание нын, нин, нун, нюн, если основа слова заканчивается на гласную. Например, баланын оюнчугу – игрушка ребенка. В слове баланын, которое стоит в родительном падеже, основа заканчивается на гласную «а», поэтому окончание родительного падежа здесь будет «нын». Терезенин айнеги – стекло окна. Терезе заканчивается на «э» и присоединяется окончание родительного падежа «нин». Шайлонун башталышы – начало выборов. Окончание «нун» родительного падежа стоит после гласной «о» в слове «шайлонун». Төнүн башы – голова верблюда. Окончание родительного падежа «нүн» стоит после гласной «ö» в слове «төнүн». Если основа слова заканчивается на звонкую согласную, то окончания родительного падежа будут «дын», «дин», «дун», «дүн». Например, «залдын терезеси» – окно зала. В слове «залдын» окончание родительного падежа «дын» стоит после звонкой согласной «л». «Балдын джиты» – запах меда. В слове «балдын» окончание родительного падежа «дын» стоит после звонкой согласной «л». И, наконец, если последняя буква основы глухая согласная, то окончания родительного падежа будут «тын», «тинь», «тун», «тюн». Например, «аттын такасы» – подкова лошади. В слове
«тын», которое стоит в родительном падеже, окончание «тын» стоит после глухой согласной «т». Обратите внимание на то, что во всех этих примерах слова, стоящие в родительном падеже, образуют словосочетание, где главное слово имеет аффикс принадлежности третьего лица – сы, си, су, сю, если эти окончания стоят после гласной, либо и, у, ü, если они стоят после согласной. Например, «Мугалимдин китеби». «Кимдин китеби» – чья книга? «Мугалимдин китеби» – книга учителя. Итак, мы завершили разговор об именительном и родительном падежах кыргызского языка. Материалы для нашего видеоурока были взяты из учебника Гульмиры Дюшеевой «Кылым карыткан тиль». С вами была Гульнара Намазбекова. До следующей встречи!